взаимоотношения там конфедеративные или статус Абхазии, эти вопросы возникали давно, я их помню в послевоенное время, в 90-х годах, 95-й, 4-й, в этих годах эти вопросы также поднимались. Но мы должны понимать, что тогда статус Абхазии политически был не определен. Это было послевоенное время, мы искали мирный выход из ситуации. Ну, то есть мы выиграли войну, но хотели какие-то взаимоотношения, чтобы народ вернулся к миру. И поэтому об этих взаимоотношениях шли разговоры, в том числе о конфедеративных отношениях, в том числе и с Грузией. Вы все прекрасно это помните. Но, честно говоря, меня сегодня удивляет ситуация, потому что с некоторых пор мы как государство определились, мы приняли конституцию, в котором описано наш статус государства, независимого государства определен. Там сказано о том, что мы будем строить в доброте и соседстве со всеми народами свое собственное государство. Нас признал ряд стран. И сегодня, когда я слышу такие рассуждения, честно говоря, меня немножко это удивляет. Меня не удивляет, что об этом могут рассуждать там российские политологи, моделируя ту или иную ситуацию, говоря об этом, да, ничего в этом я не вижу страшного, как бы они там могут так считать. Не все знакомы, не все понимают статус Абхазии, не все об этом знают. Меня удивляет другое, меня удивляет, когда об этом говорят абхазские политики. Меня удивляет и более того возмущает, когда президент страны, свободной республики, встает и говорит, что вы там должны поделиться суверенитетом. Да? Меня удивляет, когда там маститые политики, которые участвовали во всех этих событиях там и в 90-х годах, складывается впечатление, что они там же и остались, то что они еще не вышли с этих лет. Я хочу напомнить всем, что статус государства определен, что с нашим основным союзником, с Российской Федерацией, у нас масса договоров, международных, межгосударственных договоров. Как два равноправных государства мы подписываем документы. О каком статусе мы сегодня можем говорить? Вот все, что я могу про это сказать. Я не понимаю смысл того, для чего это делается. Для чего сегодня нам принижать наш собственный статус? Если мы, наоборот, должны сегодня, говоря о нашем государстве и общаясь со всем миром, как раз-таки стремиться, наша основная задача для того, чтобы весь мир признал наше государство. Именно к этому стремлению, именно к этому и шел народ Абхазии. Именно этого и хотел. Мы всегда хотели свободу, мы всегда хотели независимость. Да, говорят, не бывает полной независимости. Конечно, не бывает. Смотря как ее понимать. Что значит не бывает полной независимости? Конечно, мы все зависим друг от друга. Государства, которые имеют торговые отношения, зависят друг от друга. Государства, которые общаются, зависят друг от друга. Есть договора, которые обязывают те или иные государства выполнять какие-то договоренности, но это не говорит о принижении статуса государства. И потом хочу тот вопрос, который вы мне задаете, вообще-то этот вопрос должен быть адресован прокурору. И по очень простой причине. У нас есть хорошая статья 273, если я не ошибаюсь, в которой четко говорится, что люди, облеченные властью, один из пунктов этой статьи, что люди, облеченные статью, властью, которые даже обсуждают этот вопрос публично, в публичном пространстве, это срок от 2 до 3 лет. Почему на это никто внимания не обращает? Вот о чем надо говорить. Потому что это не предмет обсуждения в абхазском обществе вообще. Потом, когда мы говорим, что эта тема же, я не знаю, на чем жиждется, когда обсуждают ее наши политики, да,
Но у нас ни разу я не слышал, что официальная Россия, допустим, та же, да, об этом когда-либо говорила. Мы не, ну, если кто-то может сказать, что вот там какие-то политики, не те или иные поднимают этот вопрос, то официально никогда этого сказано не было. Я не помню, чтобы нас приглашали в какие-то ассоциированные отношения с кем-либо. Я не помню, чтобы нас приглашали в какое-то союзное государство. Да? Почему мы бегаем и просимся в какое-то союзное государство, непонятно в какое, что это вообще такое, какой статус этого государства, да? Это союз государств или нет? Мы знаем, что там Беларуси что-то мы предлагаем, России что-то мы ходим, да нету этой темы, с той стороны мы ее не слышим. Эта тема односторонняя, рожденная у наших политиков, и для чего они это делают, мне сложно сказать. Для того, чтобы заработать очки перед кем-то, да, это, ну, тогда это совершенно плохая тенденция. А внимание прокурора я все-таки требую. Мы должны требовать такие вещи. У нас есть прямая статья, которая указывает, что надо делать в таких случаях. Мы свой путь выбрали. Мы не, скажем так, не воинствующая страна. Да. Мы готовы жить в мире и в сотрудничестве со всеми странами, которые готовы с нами говорить на равных. Но на равных. Если кто-то нам считает, что кто-то нам можно указывать, там, принижать, требовать, да, то тогда это другие взаимоотношения. На сегодняшний день у нас наш менталитет предполагает, и мы предполагаем, что мы готовы добрососедски со всеми жить на равных условиях. Все. Это наш путь.